Новая глава в финансовой истории Абхазии официально началась в 2012 году. Именно тогда была создана национальная платежная система. В том, что это историческое событие в мире финансов, не сомневается никто. Но мало кто знает, как именно у нашей страны появился столь важный и масштабный проект, которым может похвастаться не каждая страна в мире. Создавать систему, аналогов которой в 2000-е годы было крайне мало, приходилось, что называется, на ощупь. Руководство Национального банка Абхазии выезжала в разные страны, чтобы изучить опыт коллег. Ведь необходимо было создать не просто копию, а совершенно новый продукт, подходящий нашей стране по всем параметрам. Мы остановились на том, что она должна быть обязательно онлайн-система, то есть в режиме реального времени, и обязательно чиповая, с использованием чиповых карт, потому что данная система могла в себя не только денежные финансовые расчеты осуществлять, но и могла включать в себя и социальные какие-то проекты. То есть это могла быть одновременно и социальная карта, и медицинская карта, и то есть и дорожные, как дорожная карта имеется в виду, расчеты за бензин и так далее, и таможенная карта, понимаете? Вот. И мы остановились на этом проекте, реализовав в данной системе все эти возможности. Главная цель создания национальной платежной системы – это обеспечение населения современными банковскими продуктами и услугами, безналичными формами оплаты и создание платежной карточной инфраструктуры. Над новым проектом работали лучшие специалисты с 2006 года. Уже в 2010-м появилась концепция, которая предполагала несколько направлений работы. Сегодня имеем платежную систему, которая соответствует всем международным стандартам и безопасности, и там, современных технологий учета и так далее, и расчетов. Кроме того, самое важное, которое мы хотели сделать, охватить не только платежи держателей карт, да, это в первую очередь планировалось пенсионеры, там, бюджетники, все, кто получает заработную плату, но и просто людей, которые хотят осуществить расчеты. Банки, клиенты, и просто граждане, жители могли бы воспользоваться онлайн-банком, интернет-банком и осуществить платеж наличными и с помощью телефона, и с помощью карты, используя данную платежную систему. Рано или поздно такая система у Абхазии должна была появиться, ведь на кону финансовая безопасность государства. Вот только самостоятельно осуществить ее было сложной задачей. Национальная платежная система нужна, это как элемент суверенитета. Если у нас своя банковская система, то у нее должен быть свой инструмент. Если мы теряем свою систему финансовую, значит, тогда мы начинаем пользоваться другими, финансовыми инструментами. Поэтому мне кажется, что это хорошее было решение, и то, что оно реализовано, честно говоря, глаза боялись, руки делали. Вот, и то есть благодарна вообще судьбе, что вот на мою долю выпало поучаствовать вот в строительстве такого рода инфраструктурного серьезного проекта, который, мне кажется, что уже нельзя будет так вот забыть, закрыть и так далее. То есть его только надо развивать, и все. Много возможностей было заложено в проект «Национальная платежная система». На ее полную реализацию предполагалось 1,5 года. Прошло 5. За это время есть успехи, которые подтверждают цифры. Национальная платежная система и ее ввод ее в эксплуатацию, это, наверное, такое стратегически очень важное было решение для общенационального уровня, потому что эта система связана не только исключительно с финансовой или с банковской системой, она затрагивает и социальную сферу, и курортную сферу. Я считаю, что сегодня мы можем говорить уже о определенных успехах, о динамике какой-то положительной, к которой мы двигаемся. Объем операций в национальной платежной системе динамично растет. В 2014 году
объем транзакций в национальной платежной системе по картам АПРА и по картам иностранных платежных систем составлял 1 миллиард рублей. За первую половину 2017 года объем транзакций в национальной платежной системе составил 3 миллиарда 957 миллионов. Сегодня выпущено уже 78 351 карта. Несмотря на расширение банковской инфраструктуры, наличие пластиковых карт, жители страны по-прежнему желают носить в кошельках наличность. Леон Пилия уверен, что происходит это из-за того, что население привыкло распоряжаться финансами по старой схеме. Люди до сих пор предпочитают в Абхазии, я имею в виду про держателей карт АПРА, они предпочитают больше снимать деньги, чем ими расплачиваться. А для того, чтобы эту ситуацию изменить, необходимо дальше продолжать развивать инфраструктуру, расширять функционал карты, то есть ее возможности оплаты каких-то социально значимых услуг ЖКХ, пополнения абонентского счета держателей карт, то есть возможность оплаты услуг в интернете, то есть интернет-коммерция, да, определенная. Снимая деньги в банкомате или расплачиваясь карточкой в магазине, мало кто задумывается, что за всем этим. Сложная система межбанковских взаиморасчетов, которыми управляют операционные и процессинговые центры. До сих пор все транзакции жителей Абхазии обеспечивала иностранная система. Благодаря АПРе вся информация о платежах останется в пределах страны, а пользователи получают карточку, не привязанную к зарубежным платежным системам. Это значит, они независимы от различных внешнеполитических веяний. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоля, Михаил Братухин, Астамур Гошба. Абхазское телевидение.